Все. Всем добрый день. Я рад приветствовать всех на лекции в рамках всечувашской акции «150», посвященной 150-летию новой чувашской письменности. Лекция, собственно, как вы все прочитали, называется «Чувашский леттеринг», 1920-30-е годы. Меня зовут Алексей Киров. Я немного скажу, кто я, чем я занимаюсь и почему, собственно говоря, эта лекция сегодня состоялась. Я дизайнер, прежде всего, что называется действующий дизайнер, да, то есть непосредственно занимаюсь графическим дизайном. Интерес к чувашской истории у меня сравнительно и давно, и недавно, ну так вот довольно плотно, я занимаюсь последние лет 5 этим всем. И захотелось мне рассказать всему честному народу про мою любимую типографику и вот некое такое подвид графической граф-дизайна леттеринг. Сейчас подробнее скажу, что это такое, что это за загадочное слово. Вот. Давайте начнем. Наверное, так. А как листать? Что-то не то. О, все. Ну, я накопить не буду. Итак, у нас вот сегодня два таких больших понятия. Это леттеринг и, собственно, чувашский. Почему вообще можно говорить о таком сочетании, как чувашский леттеринг? Вообще, есть ли он? Итак, леттеринг — это от английского слова letter, что переводится как искусство рисования букв, а не простого их написания. Ну, собственно, тут вот и написано. Это такая очень большая, очень как бы плохо объяснимая и объясняемая категория. То есть к леттерингу вообще можно отнести все, что угодно, начиная от того, что, не знаю, мы пишем на меловых досках, это тоже есть такой модный меловой леттеринг, заканчивая, не знаю, надписями на заборе, граффити и всего прочего. Сложность в том, что леттеринг вот принято отличать от простого написания, то, как мы просто, допустим, пишем в тетрадке или там на доске, тем, что обычно там в надписи должен быть какой-то смысл, какая-то конечная композиция, и хорошо бы, если там есть еще художественная составляющая. Ну, собственно, чувашский язык — это никому в Чувашской республике говорить не надо, это национальный язык Чувашии, государственный язык Чувашской республики. И самое интересное, что он является единственным живым языком болгарской группы. Ну, все это вы и так знаете. Поэтому давайте сразу перейдем к тому, что собственно говоря, я называю чувашским леттерингом, особенно 1920-30-е годы. Как бы давайте погрузимся в это очень интересное время. И вот оно. Собственно, вот некие примеры леттеринга. Тут еще надо сказать, что не просто надпись, а еще есть вот как бы иллюстративный материал. То есть не просто автомобиль, а написано «Автокикант», очерк. Вот эту надпись кто мне прочитает? Ну, вот где вот у меня курсор виден? А у меня курсора не видно. Сейчас техническая заминка. Мне бы нужен курсор, я иначе там буду все показывать, смотреть сюда, смотреть сюда. Давайте пока я сделаю то, что это моя любимая часть лекции, если можно, мне курсор очень нужен. Я прям не знаю, что такое делать. Я хочу спросить вас два вопроса. То есть, первый вопрос, если можно понимать руки. Кто говорит и вообще понимает ваш язык? Так, красота. Отлично. Кто среди вас дизайнер? Тоже красота. Может, как-то да. Нет, мышку не... Чтобы понимать, как и что. Ну, и третий вопрос. Кто был на моей лекции «Чувашская типографика»? Вот. Вам придется в одной части немного помучиться, потому что я буду рассказывать, в принципе, то же самое некоторые вещи про буквы. Но я постараюсь сделать это недолго. Сразу перейти уже к новому материалу. Просто, наверное, сложно показывать надписи, не объясняя, откуда статистика. Я могу туда подойти. Нет, нет. Мне надо
представить, Вот как? смотрите. Никак? Он какой-то поток переходит в другой, что ли, или что? Нет, можно просто, ну, это невозможно сделать полным экраном. Можно сделать это, выделять вот здесь. Сейчас его. То есть я вот такие штуки могу делать там, да? Да, вот так вот. Но в таком варианте. Только я там запачкаю все, а потом все это убрать, да? Да, Или мы как? просто вот так назад убираете. Ага, все понял. Давайте так, да. А на вашем экране можно делать? Ну, в смысле, на полном экране. Инструмент. Сейчас инструмент изменить. Давайте просмотрим. На большом экране. Да, получается. Ну, давайте так тогда Вот хотя так бы. вот тогда. А еще вот так должно быть. Можно даже выделить. А курсора нету, да? То есть сейчас только выделение. Ну, одним словом, как... выделить лучше будет? Она сразу рассчитана на выделение, да? То есть я просто вот так делаю, и он выделяет, или что? Нет, просто можно нажать, и он будет этот отдельно. Вот нажмите. Да. Вот так вот. То есть вот так выделять. Да. А если у меня там не всегда они выделяются, как я вот тут, допустим, сделаю? Тогда просто вот так вот сделать можно. И он будет выделяться, да? Все. Давайте так тогда. Так, технический вопрос мы решили. Те вещи, про которые я говорю, я буду так подсвечивать. Вот одним словом, давайте посмотрим вот на эту картинку и пытаемся ее прочесть. Во. Ух ты, он с запозданием что-то делает. Сейчас. Вот. Я переведу. Там написано «деталь строй». Ну или, допустим, вот эта вот картиночка. Да, Рудниксен Амартащи. Так, давайте дальше не буду. Вот сложнее. Вот такое бывает леттеринг в 20-30-х. Здесь уже все как бы жестче. Слово «шубашкар» сверху. Собственно говоря, вот. Вот, отлично. Вот видите, вот это, допустим, очень интересное. Вот. Ну или, допустим, вот это слово. Слет. Вот. Есть такие, прекрасно. Как бы усложняем задачу. Это все чувашский леттеринг. Ну, пробуем вот это прочесть. А чекизм как переводится у нас? Чинтерю это понятно. Ага. Ну и давайте вот это, наверное, самый такой. В общем, читается. Вот, по-моему, так, да. Ну и давайте вот, да, вот эту вот еще штуку. Ну, то есть у меня вот под такого, что это вообще все значит? Давайте уже с этим разбираться. Итак, такая первая наша глава, теоретическая, называется чувашская письменность. Мы рассматриваем только период новой чувашской письменности, который у нас условно датируется 1871 года, включает два подпериода, собственно, по 17 годы и с 17 по настоящее время. Давайте, как бы изначально у чуваши была какая-то письменность, об этом говорят много разных историков и все прочее. Мы сразу переносимся в какой? В 18 век. К этому времени уже чуваши давно ассимилированы и присоединены к Российской империи. И возникает вопрос, то есть лингвисты того времени крайне хотят изучить чувашский язык, потому что народность довольно большая, язык очень интересный, то есть в принципе уже тогда было понятно, что это некий поздний болгарский язык. И два замечательных человека, Ермей Иванович Рожанский и Василий Григорьевич Пуцак-Григорович, он как бы в том числе еще митрополит Вениамин,
В далеком 1769 году выпускают такую книжку, крайне важную, которая называется «Сочинение, принадлежащее к грамматике чувашского языка». Вот. Интересно то, что на самом деле, несмотря на то, что русский язык, казалось бы, это такой основной государственный язык Российской империи, но грамматики русского языка не существовало. И первая грамматика, собственно говоря, от авторства Михаила Ломоносова, она появилась не сильно раньше, чем грамматика чувашская, а именно в 1755 году. Но нас интересует сегодня грамматика чувашского языка. И для того, чтобы вообще как-то отобразить чувашские слова, авторам пришлось придумать некий алфавит. То есть они понимали, что просто русских букв недостаточно для того, чтобы отразить такие специфические звуки в чувашском языке. Поэтому был предложен алфавит из 35 букв, где есть помимо таких понятных нам букв, есть, допустим, английская буква «Г». Сейчас, выделяется или нет? Ну, вы видите, наверное, там, да? Я просто что-то не могу выделить тут. Есть странное сочетание мягкий знак «О» и, допустим, и десятиричное «О». На самом деле они странно выглядят для нас. Для людей того времени это был довольно такой распространенный способ написания букв. Таким образом, допустим, через и «О» в русском языке писалась буква «Ё». Ну, то есть, поскольку та буква, к которой мы привыкли, «Ё» с двумя точками, с умляутом, она была введена и как придумана немножко позже, вот такие буквы употреблялись. Вот сбоку, собственно говоря, справа можно видеть примеры слов чувашских. Вот мы там читаем, соответственно, поскольку Пуцик Григорович занимался исследованием верховых чувашей, то и тут произношение такое окоще. Щомор, дождь. Хирле, как красота тут написано. Сухан. То есть, ну и, соответственно, юн. А только там не юн, а йон. Вот, это послужило уже к какому-то такому научному, что называется, этапу развития изучения чувашского языка. И надо сказать, что эта грамматика была отмечена даже мировыми лингвистами. Ее с интересом читали не только в России, но и в Европе, в частности. Проходит какое-то время, на дворе 1936 год, и Виктор Петрович Вишневский, тоже как бы лингвист того времени, издает такую книгу «Начертание правил чувашского языка. Словарь, составленный для духовных училищ Казанской епархии». Это еще Пушкин еще был жив, а начертания правил чувашского языка уже были изданы. И там Вишневский как бы издает свою версию чувашского языка, она тут приведена. В ней 30 букв, и среди таких странных есть вот мягкий язык «и», двойное «г», оно только в двойном виде использовалось, и еще десятиричное «и» и «у». Дети, простите, если вы что-то не понимаете, вы спрашиваете. Потому что я думаю, что когда я говорю десятиричное «и», это вот «и» с черточкой, «и» с точкой. Вы, да, прям можете спрашивать меня. Но появляется новый труд в чувашском языкознании, и он посильнее и поважнее предыдущих. Хотя те, конечно, нельзя не умалять их важности и достоинства. Николай Иванович Золотницкий, известный тюрколог и лингвист, в 1867 году сдает, собственно говоря, книгу «Корневой чувашско-русский словарь», и еще вот «Чуваш-книги» есть сбоку, где предлагает свои варианты написаний чувашских букв. Вот, если мы тут посмотрим, здесь есть и, собственно говоря, и десятиричное, есть и впервые «у» с двумя черточками, пока их так будем называть, либо «у» с двумя точками, которые позднее войдет в чувашский язык. И надо сказать, что именно эта буква, она с нами от Золотницкого. Ну и, соответственно, очень странная буква «г» с точкой. Вы ее там видите, я надеюсь.
Вот. Здесь рядом написано, собственно говоря, весь алфавит и отмечено кружками те буквы, которые для нас, для русскоязычных, как бы выглядят довольно странно. Но на авансцену выходит Иван Яковлевич Яковлев в 1971 году. Вот тогда он был еще только студентом чуть ли не первого курса Казанского госуниверситета, императорского, точнее университета. И он вместе со своими единомышленниками, еще с двумя студентами, Василием Алексеевичем Белилиным и Сергеем Николаевичем Тимирясовым, они практически в виде некой такой курсовой или, как сказать, исследовательской работы, они, по-моему, 2 месяца проводят в Буинском уезде Казанской губернии и изучают на живом примере, как звучит чувашский язык. И по итогу этой экспедиции явилась вот книга, которая она специально в таком из 3 на виде тут показана, «Чуваш Адизине». Она есть у нас в библиотеке, ее можно посмотреть сейчас на выставке, которая на 1-м этаже. И это крайне важная как бы книжка для чувашского языка. Они выделили аж 47 букв для того, чтобы обозначить чувашскую речь. И надо сказать, что сами же, и впервые как бы было выделено некий звук А, собственно, Е с черточкой, А с черточкой и У, Ю, которые, У с 2 черточками. Те самые чувашские фонемы гласные, которые, собственно, и выделяют чувашский язык на фоне, в частности, русского. Вот, но мы видим огромное количество букв D с черточкой в одну сторону, D с черточкой в другую сторону. Давайте я тут прилистну, вот это оригинальное как бы. Т в одну сторону, Т в другую сторону, что как бы, конечно же, при письме и при практическом применении, я думаю, вызывало массу проблем. И сами ребята понимают, что надо с этим что-то делать, и надо как-то перерабатывать это все в более удобоваримое. И через год уже издается некая такая 2-я версия чувашского алфавита, которая вот представлена. Она существует в виде только одного единственного рукописного учебника. Над ним уже работает только Яковлев и Белилин. И там мы видим, что появляется И десятиричные. И, собственно, вот 2 странные буквы. Это Т. У меня не выделяется почему-то. Почему не выделяется? Вроде все делаю. Вот так, что ли, он ее воспринимает, да? А там у меня одни большие картинки. Да? Во. Куда нажимать-то? Как это делать? Вот. Пока вот такая штука появится, он тогда только может выделять, да? А если вот тут, то там не получится ничего, да? Это на границе. Так, ладно, задача усложняется, но ничего. Вот. Вот смотрите, вот эти 2 буквы. Т с такой непонятными галочками и Т еще более непонятным хвостиком. Вот ниже L с таким же хвостиком и там N с таким же хвостиком. Собственно говоря, вот начинается обрисовываться чувашский язык того периода. Выходит уже в 1973 году, то есть еще один раз переработана некая 3-я версия чувашского алфавита, уже под непосредственно редакцией самого только Ивана Яковлева. И вот, собственно говоря, эта версия алфавита оказалась наиболее жизнеспособной, и она в том или ином виде дожила до конца 30-х годов. И именно про эту версию алфавита мы будем говорить и, собственно говоря, будем разглядывать все наши картины. Вот виден алфавит. Надо сказать, что наше АБЛГД и ОЖЗ, оно не совсем как бы сразу пришло, вот в таком порядке писали буквы, или даже вот в таком порядке. То есть как-то такого вот, как у нас сейчас есть, пришло все не сразу. Это вот видно, что уже разные издания и переиздания чувашской азбуки. Там Симбирск, Казань, то есть везде, где жили чуваши. Ну и вот, соответственно, тут интересно то, что вот рукописный вариант
написания букв. Но это сейчас все подробнее мы посмотрим, я поэтому показываю. Как бы параллельно существовал великий, не побоюсь этого слова, тюрколог Николай Иванович Ашмарин, который издал тезаурус чувашского языка, и там он использовал некую свою вариацию на тему чувашского алфавита, где есть дополнительные буквы О с двумя точками, и вот такая странная буква. Собственно, он ее никак не называет, поэтому мы никак тоже не будем называть. Так-то, по идее, не знаю, в датском и там, в древнекельтских языках эта буква, которая называется Thor. Но на самом деле в чувашском языке она просто означает мягкую букву Р. Ри. Так. Вот это первый орфографический словарь 29 года. И мы видим, что порядок-то до сих пор еще и не утвердился окончательно. Вот так, допустим, писали по порядку. Это вот для... Так, чтобы сразу ужаснуться, это, собственно говоря, когда буквы чувашского языка были введены и когда они были оттуда изъяты. И с какой, собственно говоря, азбукой мы имеем дело сейчас. Та азбука чувашского языка, алфавит, точнее, чувашского языка, с которым мы сейчас имеем дело, вот, это образец 1949 года. А мы будем рассматривать период немножко более ранний. Итак, что же отличает чувашский алфавит от русского алфавита? Это такое есть понятие, как расширенная кириллица, то есть кириллица плюс какие-то странные буквы. Собственно говоря, об этих странных буквах я бы хотел немножко пробежаться. Но вот эта буква, которую большинство людей называют неким таким определяющим маркером чувашского языка, в Ульяновске собираются даже ставить памятник этой букве. Вы, наверное, все видели этот проект. Вот. Но на деле она называется А с краткой, то есть вот этот элемент называется кратко, или бревис, или дуга просто. Это означает, читается как буква О в слове «утром». Это вот для русских специально есть приписка там, потому что чуваши без труда произносят эту букву, у русских она вызывает легкое как бы осложнение, потому что вот начать слово на эту букву довольно-таки непросто. Самое главное, что по идее черта не должна быть плоской, потому что плоская эта черта, макрон, который указан ниже, это знак долготы, а краткая это знак краткости, собственно, звука. Буква видна в 1872 году, и она с нами прекрасно существует. Как бы ей парная буква Е, или как бы М, читается как буква Е в слове «пишем». И там все то же самое, то есть Е с краткой, также 1972 года, вот такая прекрасная буква, она с нами. Дальше буква, которой с нами уже нет, она отменена в 1938 году, Л с крюком посередине. Вот как бы крайне интересно, откуда взялся этот крюк, что же он означает и вообще зачем он. То есть у лингвиста есть такое понятие, как палатальный крюк, то есть это такой значок, вот он в рамке он обозначен, который означает, собственно говоря, мягкость звука. То есть если L — это твердый звук, и вот L с таким хвостом — это мягкий звук. По той же аналогии существовала буква Н, то есть N с крюком посередине. Дальше вот, собственно, буква, которая до сих пор с нами, она называется просто ща, хотя, по идее, это S с нижним выносным элементом, или правильно сказать, что это S с сидилью. Есть такой как бы латинский термин. И важно понимать, что вот по правилам этот крючочек должен смотреть влево. Если его развернуть вправо, то это неправильно, потому что по лингвистическим и вообще типографическим понятиям это значок, который в польском языке называется агонек, и он применим только для гласных. Для согласных он не применим. Интересно посмотреть, что буква «щ» в разных как бы своих видах дает аж 4 разнообразных звука. Он сбоку транскрипции указан. Дальше еще более странная буква «Т» с гачиком. Это вот, собственно говоря, так называется, это галочка правильно, гачик. Существует аналогично чешская буква, ее придумал еще в 15 веке небезызвестный Ян Гус. И
Яковлев на замену своей же буквы вот Т с косой черточкой, которая смотрит вправо, он придумал вот такую букву. Как бы совершенно непонятно, почему именно такая аналогия, несмотря на то, что, допустим, вот можно было также приделать хвостик, и получилось бы Т мягкое. Но для Т с хвостиком придумали совершенно другое как бы значение, то есть она начала означать звук Ч. То есть вот эта вот буква в чувашском языке до 1933 года означала звук Ч, потом во всех его вариациях. У нас, конечно, такая буква, нечто подобное, которая называется GE, она существует в сербском алфавите, но, правда, в маленьком написании она выглядит совершенно не так. Вот. Правильно называть Т со срединным крюком или просто Т с крюком. Но мне подарили такую чудную фразу, что в чувашском языке у нас буквы с рогами и хвостами. То есть за рога мы, соответственно, наверное, принимаем вот этот вот гачик, а хвосты у нас вот так. Так говорили про свой язык чуваши в тех далеких годах. Вот. Поэтому можно и называть Т с хвостом. Ну и, собственно, другая буква, которая я бы вот как раз назвал и есть определитель чувашского языка, потому что нигде, кроме как в чувашском, ее нету. И это вызывает легкую как бы сложность, когда мы используем компьютерные шрифты, потому что не во всех, к сожалению, компьютерных шрифтах есть эта буква. Но, правда, в современных во всех есть. Это У с двойным акутом. Правильно вот так как бы называть ее. То есть в отличие от двойных точек, которые называются умляут. Ее придумал, как мы помним, Николай Иванович Золотницкий еще в 1667 году. То есть это как бы чуть не самая старая из странных чувашских букв. Эти буквы я покажу просто из того, что они имеют крайне большое значение в чувашском языке. Буква «ы», буква «и», которая также есть, понятное дело, и в русской азбуке, но в русском языке ни одно слово не начинается на букву «ы», кроме там, имен собственных. И она тоже имеет большое значение, потому что она составляла все вот эти вот етированные гласные, типа «я», «ю» в том периоде жизни чувашского языка. Так, это я, наверное, просто даже пропущу, сейчас нет времени это говорить. Значение букв. Такую короткую как бы правило дорожного движения по чувашскому языку до 1938 года. То есть не пишите букву Ч, пишите вот Т с хвостом. О в чувашском языке нету, несмотря на то, что это крайне распространенная фонема вообще в мировых языках. Есть краткий звук Ф в чувашском языке нету. Его заменяем на Хв. Ц в чувашском языке того времени нету. Мы заменяем на ТС. Так, Щ, понятное дело, нету. У нас есть прекрасное Щ. Оно иногда писалось в одном виде, иногда ставили, чтобы отобразить долгую, две буквы Щ. Ну, соответственно, Я у нас нету, мы пишем вот так вот. Я. Ю у нас нету, мы пишем Ю. Тоже нет, мы пишем просто Е. Ну, тут, собственно говоря, все понятно. Здесь тоже все понятно. И двойной С тоже нету, надо писать Щ. Поэтому, если мы пишем Россия, в чувашке будет Россия того времени. Ну, и самое интересное то, что нет и Р. Просто писали букву Р. А звучало как в конце слова особенно, как «ри». И это определенную сложность вызывало. И поэтому, наверное, Ашмарин ввел в своем словаре, он не мог как бы такого допустить, он ввел ту самую букву «сор». Мягких языков, как и твердых знаков в чувашском языке не было. Ну и, соответственно, еще правило, что нет звонких звуков, они все заменяются на глухие звуки. И вот тут я бы вам, не знаю, такое домашнее задание или так просто задание для интереса, я бы предложил вам всем написать по, ну, условно, мы назовем это старочувашский, свою имя, фамилию. И вы крайне удивитесь, и чаще всего, не знаю, я не знаю таких случаев, когда бы она писалась так, как мы сейчас пишем. Хотя сейчас по правилам чувашского языка мы пишем, собственно, как оно и есть. А тогда писали все фамилии очень странным образом. И мы там будем встречать в картинках и будем смотреть на это. В общем, я бы советовал, если кто-то хочет, я могу потом после лекции написать. Это крайне интересно и крайне любопытно. Итак, собственно, мы переходим к части, которая вот lettering.
Мы будем говорить о надписях на чувашском языке. Надписи выполнены все руками, условно говоря. Это как раз главное отличие леттеринга от типографики, потому что типографика — это наука о печатных буквах, то есть то, что напечатано литерами или какими-то еще другими способами. А надписи — это то, что человек делает руками, и, собственно говоря, поэтому это интересно. Итак, первая у нас глава — это леттеринг в чувашских газетах и журналах. Ну, понятно, где еще можно применять. Вот на дворе 22 год, и в Москве выходит журнал на чувашском языке, который назывался «Шилькензень Сасси», голос трудящихся. Собственно говоря, мы тут уже можем видеть некие такие свойственные для того времени написания, мы можем видеть символы серпа и молота. Можем ниже, вот смотрите, написано «шурнал», а не «журнал», потому что, как мы помним, звонких звуков нет в чувашском языке. Ну вот, это вот такие вот, к примеру, надписи были там в самом журнале. Конечно, как по мне, они выглядят очень не профессионально, то есть видно, что человек, конечно, писать умеет, но не более того. То есть они написаны прям так вот, как есть, без соблюдения каких-то там правил гармонии, я не знаю, типографики и все прочее. Но от этого они еще более интересны. То есть видно, что люди пытаются как могут украсить, то есть они рисуют разные хвосты буквам, стараются в какую-то единую композицию, ну, там, допустим, «Я уху хозяйстве» написано, это сельское хозяйство. Ну и вообще как-то стараются сделать красиво. В Казани выпускался журнал «Шурампущ», «Заря». Тут тоже мы видим, как, собственно говоря, пытаются они, вот видите, хвосты там у буквы «У», всячески украсить. Но надо сказать, что прием леттеринга — это не самый популярный прием в начале 20 века, собственно, даже в 20-х годах. Он стал более активно применяться в более позднее время, уже где-то после 25-го года. И вот в 24 году у нас выходит первый журнал уже в Чувашии, который на чувашском языке. Он называется «Сундал», «Наковальня». Выходил он, точнее, до 1941 года, позже он стал выходить под именем Елав и выходил вплоть до 90-х годов. Я даже не знаю, какая у него сейчас судьба. Возможно, когда-нибудь в будущем мы еще увидим журнал Елав. Вот, и здесь видно пример, собственно, обложек, и мы видим, что все, собственно говоря, буквы, за исключением там вот верхних, нижних, они написаны вручную. Это и есть тот самый леттеринг, о котором мы вот и тут говорим. Здесь, конечно, куча разных интересных примеров для дизайнеров. То есть мы тут можем прям вот, в частности, посередине вот есть буква П, которая стала буквой Л при помощи того, что ей удлинили одну ногу левую. Это вот очень интересный прием, я такого, честно говоря, никогда не видел. Обычно мы для того, чтобы из буквы П сделать букву Л, срезаем верхний угол и делаем такую, ну, как домик. А тут вот так вот было применено. Ну и вообще видно, что эти буквы мы сейчас так не пишем, это немножко в традиции того времени, такой формализм, такой авангард, можно сказать, и это все выглядит вот так вот интересно. Это вот я продолжаю. Просто дело в том, что Сундал, вот он, во-первых, первый журнал, во-вторых, он был не просто, как потом он стал журнал художественный, а он был еще общественно-политический. Там очень много вообще разных статей писали о жизни в республике и в стране в целом. И вот тут тоже такие интересные графические примеры. Надо сказать, что очень известные художники работали для журнала «Сундал». В частности, вот первая и третья обложка выполнена очень известным художником, вообще родоначальником художественной культуры Чувашии, это Моисей Спиридонович Спиридонов. Вот даже надпись, подпись его на первой картинке есть. В художественном музее сохранились оригинальные, соответственно, эскизы к этой обложке, а тут мы уже видим некий готовый вариант. Так вот, вскользь продолжаем, соответственно, видно, что каждый раз слово «сундал» писали по-всякому, и вот там радио выходило в 1932 году, соответственно, эти радиоволны обозначены. И писались даже вертикально, что довольно редкий случай для русского языка, потому что считается, что вертикальный русский язык практически не читается, и надо очень сильно стараться, чтобы можно было прочесть.
Ну и потом все-таки начали уже приводить к тому, что появился некий логотип, то есть более однообразному написанию. И вот видно, что, видите, каждый раз надпись художник заново перерисовывал. То есть они использовали одну и ту же вариацию. И видно легкие такие отличия. Так, в 1925 году выходит первый журнал сатиры и юмора «Капкан» на чувашском языке. С этим журналом у меня связаны как бы отдельные отношения в моей жизни. Скоро, я надеюсь, прям в обозримо скоро, через неделю, через две будет большая презентация. Мы будем представлять проект, собственно, журнала «Капкан» на сайте. То есть мы отсканировали первые 15 лет жизни журнала, и они будут выложены в интернет, и по этому поводу будет большая презентация. Здесь же пока смотрим на то, как вообще леттеринг тут, конечно, цвел и пах, потому что видно, что, конечно, художники очень смелые, очень интересно, очень как бы живо обращались с буквами. То есть они делали такие вещи, которые сейчас современные дизайнеры предпочитают не делать, как может быть от скромности, может быть от неумения. Это вот женский журнал «Эшхирарми», первый чувашский женский журнал «Труженица Эшхирарми», который выходил с 28 по 41 год, собственно, до самой войны. Тоже очень интересный журнал в плане примеров леттеринга и типографики. Здесь вот пока видим три картинки. Журнал, первый чувашский журнал для молодежи, собственно, «Хатырпул», «Будь готов». Тоже видим, что леттеринг, еще раз леттеринг у нас правит баум. Также леттеринг применяли и в газетах. То есть вот газета, главная республиканская газета на чувашском языке «Канаш», которая до 1937 года, собственно, называлась «Канаш Совет», а позже называлась она «Чуваш Коммуни», «Чуваш Ялави». И сейчас она существует, до сих пор выходит под названием «Хыбар». Собственно говоря, все мы ее видим. К счастью, она существует уже больше 100 лет, потому что они, по большому счету, берут начало не из Канаша, а с Хыбара, который выходил аж в 1906 году в Казани. Поэтому у них такая некая родословная, там, не знаю, больше 100 лет. Итак, следующее, где у нас леттеринг, собственно говоря, мог применяться и применялся, это чувашские книги. Надо сказать, что не сразу, далеко не сразу леттеринг ворвался в книжный дизайн. Поначалу в основном там типографические примеры были, как на двух первых. Вот две первые картинки, такие белые, которые, это не леттеринг, это вот именно типографика, когда мы используем печатные буквы. Я просто их поставил для того, чтобы, то, во-первых, тут крайне интересно, как пишется Владимир Ильич, Ульянов, Ленин. Видите, да? Поэтому я всем рекомендую знать, как пишется имя, фамилия по древнечувашски, как по-старочувашски, вот так будем называть. Ну вот, допустим, первый некий пример леттеринга я увидел в 22 году, уже в Чебоксарах издавался чувашский календарь, и вот там слово «чуваш календарь» написано, собственно говоря, рукой. Собственно, это и есть леттеринг. Ну а дальше все это расцвело, и, собственно, начал появляться практически везде. Вот видите, в Хрещем был букварь, крестьянский букварь, и сразу видно, что художники буквы очень были бодры там. Вот смотрите следующую. Тут аж прям очень интересные примеры. У нас особенно вот самые первые савни. Инджики даже. Инджики, вот и вещи революции, 3 революции, ну и там тоже чувашский календарь за 29 год. Но перейдем как бы еще, где мог применяться леттеринг. Леттеринг применялся в вывесках. В те времена вывески не печатали на баннерах и не вырезали на плоттерной пленке, а, конечно же, делали руками. И надо сказать, что для жителей тех времен, я прям часто вижу такие в газетах такие замечания, что эти вывески им казались огромными, то есть, хотя они, сейчас я покажу, какие они были, скорее всего, все либо красного, либо очень ярких цветов, и ими все, во-первых, все замечали, и это была крайне важная вещь такого городского дизайна. Вот первая, она даже не вывеска, а надпись на первом чувашском памятнике Степану Разину, который открыт у нас 1 мая 2021 года. К сожалению, до нас он как бы не дожил, и он не мог дожить, потому что он был деревянный. Но вот мы читаем надпись, собственно говоря, о том, что тут происходит.
В центре там какой-то, видимо, герб, тут его, к сожалению, видно плохо. А для того, чтобы понять, какой величины был памятник, если присмотреться на фотографию, то внизу лежит козел. То есть это был довольно высокий памятник. Говорят, что он был до 80 метров в высоту. Располагался он на берегу Волги, примерно там, где сейчас располагается памятник, где братская могила, где, ну, знаете. Вот. Это такой характерный пример официальной вывески образца 20-х годов, в Чебоксарах в частности, когда есть такое билинговое написание, двуязычное написание. Правда, надо сказать, что по-чувашски писали либо справа, либо слева, жестких правил не было. Сейчас вроде как у нас есть некие правила чувашски писать почему-то слева, хотя по идее надо писать его вроде как справа, потому что у нас самая главная сторона все-таки левая. Ну ладно. Здесь мы видим то, что видим. Я не очень совсем расшифровал, что там вообще написано, но это вывеска Государственного отдела политических дел. Я вот не нашел, что есть ли он такой, был ли. Знаю, что НКВД ЧАО было организовано там давно, в 22 году. Но вот мы видим, что посередине всю эту композицию как бы объединял герб. Ну или там какой-то там серп и молот, или там, видите, надпись НКВД и все прочее. Давайте посмотрим дальше. Это пример некой коммерческой вывески, то есть это существовавший в Чебоксарах в 26 году ресторан «Венеция». Там, правда, написано не ресторан, а там написано «пивная столовая». Но почему-то его все упорно называли рестораном. А вот ниже там написано «саралавки», то есть как бы пивная лавка, пивной магазин по-чувашски. Я боюсь, что видно может быть. Фотография вот такая, какая она есть. Я как мог его делал контрастным, но вот то, что видим, то видим. На фотографии мы видим знаменитое наводнение 26 года, и люди идут по мосткам. Так, еще одна коммерческая вывеска, это вывеска магазина номер 2 Чебоксарского городского общества потребителей. Общество потребителей было еще в 28 году, то есть очень давно с нами. И мы видим то же самое, то, что вот по центру у нас некий герб, и с двух сторон такая билинговая надпись дублирующая на двух языках. То есть это правило Старо, как мир. Вот. Крайне интересно, допустим, вот в магазине, если вы видите, там вот очень интересное написание буквы «С». Если я смогу тут обозначить. Нет, не могу. Собственно, если посмотреть, там все остальные надписи, они просто на русский написаны, и они как-то вне зоны нашего сегодняшнего исследования, лекции. Поэтому, там крайне интересно почитать вообще все надписи. Это известная фотография братьев Костиных 28 года. Пользуясь случаем, зову на выставку фотографию братьев Костиных, которая проходит в настоящее время в Чувашском государственном художественном музее и будет только до конца этой недели. Я имею честь там быть куратором этой выставки, и в субботу у меня есть кураторский час в 3 часа, так что всех прошу заранее приходить. Так, вот еще одна вывеска Народного комиссариата земледелия ЧССР. Эта вывеска, надо сказать, предмет дискуссий для краеведов чувашских, потому что все мы знаем, что буква Ч, а тут на самом деле написано Чаваш через букву Ч, собственно, русскую букву, она появилась вроде как с 1933 года. Но фотография периода с 27 по 30, точнее мы не можем определить. Скорее всего, наверное, 27-28, нежели 30. Можно сказать? Да, конечно. У нас на выставке есть то, что Ч дважды было установлено, что букву Ч надо писать так, таким образом 2 раза. В 26 году, в сентябре и в 33 году. Вот, а я хочу показать наглядный пример. Я еще вернусь к этому. Да, все правильно. В 26 году вышел некий указ, где говорится, что давайте уже отменим эту бесполезную букву Т с хвостом и будем писать по-нормальному Ч. Но, мне кажется, его не услышал никто, кроме комиссариата Народного земледелия ЧССР. Потому что никто ее не применял. Более того, сейчас буду даже показывать, были примеры, когда, казалось бы, где, а вот конкретно сейчас мы дойдем до этого. Поэтому буква Т с хвостом еще счастливо жила с 26-го и по самый 33-й год. А дальше ее, к сожалению, к моему сожалению, убрали. Вот мы опять видим коммерческие вывески. Это вывески магазинов на Советском базаре в Чебоксарах. На заднем фоне, прямо посередине фотографии, мы видим башенку Дома крестьянных, и может она вас сориентирует, где это происходит. То есть этот дом, к счастью, сохранился.
А вот колокольня Вознесенской церкви, которая слева, ее уже с нами нет. Ну, мы опять же видим, что писали, правда, кто во что, гора с какой стороны, дублировали чувашские надписи и русские надписи. Тут крайне интересные надписи ларюки, там, как у нас будет, Ситимеш, нет. Да, Ситимеш ларюки, 7-й ларек примерно. Ларек это, конечно, не ларек, это магазин, но по-чувашски, вот, собственно говоря, его писали так. Вон там, видите, ларёки там есть и так далее. То есть слово ларек, вот его прям так в чувашский и вошел, как ларек, через ИО. Так, переместимся в другой советский базар, он назывался также Верхний. Он располагался сейчас в том месте, где сейчас у нас площадь Республики. То есть вот слева от него сейчас памятник Ленину, грубо говоря, от этих домов. И тут мы тоже видим, что надписи дублируются, и это правило неизменно соблюдалось. Но надо сказать, конечно, что это такое вынужденное правило было. Это не то, что сейчас у нас есть некое понимание, то, что крайне важно поддерживать чувашский язык такой же государственный язык, как и русский язык. Это было сделано еще прежде всего для того, чтобы большинство населения Чебоксар того времени, внимание, того времени, оно было чувашскоязычным. Потому что город Чебоксары, не знаю, до 20-х годов, это русскоязычный город. И чуваши здесь не жил практически совсем. Итак, еще посмотрим на вывески, они мне очень нравятся, поэтому я буду их вам показывать. Это вот знаменитый мавзолей. То есть здание построено по образу и подобию Ленинского мавзолея. Оно располагалось на Красной площади и, собственно говоря, не в период демонстраций, оно использовалось как книжный и пищебумажный магазин. И тут вот, собственно говоря, мы видим огромную по тем временам вывеску. Вон там для масштаба стоит мальчик, и видно, что она прям большая вывеска. То есть это прям гигантская по тем временам вывеска. То есть ее было довольно сложно сделать, не знаю, разместить, чтобы она еще там висела. Так, ну и вот не мог я пройти мимо редакции газеты «Канаш», откуда, собственно говоря, вышли все чувашские газеты и журналы. И тут такая некая коллективная сборная вывеска. Это такой прообраз тех стел и тех вывесок на фасадах, не знаю, Мегамола там, и Мадагаскара, где мы видим, что на одном месте стараются как бы все логотипы собрать. Здесь мы видим, что редакция газеты «Канаш», и там и Капканы, и Сундалы, и все прочее. И интересно, что написаны телефоны. Телефоны в Чебоксарах были двузначные и трехзначные даже. То есть, соответственно, их было больше 100 штук. Это уже в 1931 году. Ну, из как бы завершения, надеюсь, я уже не помню, у меня вывеска гостипографии. Видно, что вот она сначала такая была, а потом такая. И вот, когда заменили, убрали некий логотип. Но вот по-чувашски типа «я» не пишется, соответственно, так и пишет, типографии. Интересно, что как бы букву «ф» формально нет в чувашском языке. И тут не стали «хви» писать, типографии. Ну, написали как-то вот так. Правила, они, конечно, правила, но жизнь она была вот какая-то такая. И это мы постоянно видим на страницах газет и журналов. Там написания очень разнятся, хотя одного и того же слова и даже имени. Вот, собственно, к чему. Леттеринг встречался не просто в книгах где-то еще и в таких важных вещах, как гербах и флагах. Вот это эскиз первого герба ЧССР, 26-й год, художник Павел Евгеньевич Мартенс. Эскиз хранится у нас в Национальном музее, он прям есть в оригинале, можете его посмотреть, он очень красивый. И видно, собственно, что из него получилось. То есть, несмотря на то, что вот эскиз был белый, конечный вариант вот такой красный. Утвержден он в феврале 27 года. И, надо сказать, это крайне такая важная вещь. То есть это первый герб чувашской нации, это такой гордость ее. И здесь старались отобразить все, что хотелось сказать про Чувашию. Здесь есть и колосья пшеницы, есть и дубовые листья, есть и еловые листья. Ну, есть, само собой, серп, молот, звезда и стоящая по образу герба СССР солнце. Ну и надпись «Чувашская автономная там, республики», где, собственно говоря, вот вы тоже видите, что Мартенс пишет «Ч» по указу, с буквой «Ч». Но если мы посмотрим на принятый вариант, то там «Ч» нормальная, «Т» с хвостом.
То есть я тут боюсь, вот не видно, но поверьте мне, Т там с хвостом. И надо сказать, что если даже на таком уровне, как на гербе, использовали Т с хвостом, то вот уверение того, что некий якобы указ там что-то поменял, нет. Действительно пришлось 2 раза издавать этот указ. Дважды отменять эту букву, потому что буква не сдавалась. Она мне тоже очень нравится, я бы ее 3-й принял бы указ и вернул бы обратно бы эту букву, чтобы она с нами жила дальше. Но в этой редакции герб прожил недолго. Он подвергся жесточайшей критике. И как бы вы думали, за что вообще этому гербу прилетело? Есть вот какие-то предложения? С нами, к сожалению, нет автора книги. За цвет. За цвет, собственно говоря, полотенце, как правильно по-чувашски будет оно. Это у нас что вообще? Помогите мне. Лента. Нет, это не лента. Как он правильно называется, чувашское полотно такое? Ну, наверное, сурбан все-таки ближе к этому. В общем, люди тогда сказали, что это такое, мы проливали кровь под красным знаменем, а у вас знамя белое, мы против. Хотя на самом деле тот герб красный, как по мне, а вот тот герб, который у них получился, он какой-то непонятно розовый. Потому что бедные дизайнеры того времени им пришлось придумывать, как же сделать так, чтобы остались лучи солнечные, но всем при этом фон не был белым. И придумали некий такой вариант. Но, к сожалению, и этот герб прожил недолго. В 1937 году и герб Чувашской ССР просто был заменен на герб РСФСР. То есть вот у нас такой был короткий период там, с 26 по 37, когда мы жили под национальными гербами. И новый национальный герб у нас появился уже только в 93-й, да, вот у нас был утвержден, если правильно помню. Ну, тот, который сейчас мы живем. По-моему, 93-й. Вроде, да. Теперь посмотрим флаг. Собственно, это тоже эскиз Павла Евгеньевича Мартенса. Он также пишет Ч русскую, хотя тут вопрос, а может быть там он предполагал, что по-русски написано. Ну, собственно, и в таком виде он и был принят с Ч. И у них вот интересно, что одновременно существовал флаг, где часть СССР написана с такой, а с другой время, ну, наверное, они себя это дело объясняли так, что часть СССР тут написано по-русски, чтобы все поняли. Может быть. Потому что по-чувашски теоретически, и там даже этот был порядок букв они меняли часто. Ну, в общем, вот. Но флаг тоже в тот же год, как и герб, подвергся критике, и в итоге он стал вот таким. И тут вот тоже интересно, что на этом полотнище есть Ч, собственно, русская и Ч чувашская. Вот пойдем Тинджери, там написано Т, Ч чувашская. Итак, раз уж мы про флаги, то и про лозунги. Лозунг — это вообще явление очень частое. Единственное, что в основном лозунги писали все-таки на русском языке. И чувашских лозунгов не так, чтобы сильно много. Ну, я и нашел. Прежде всего, это вот некий главный слоган «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Это крайне интересная надпись, а у него, к сожалению, вот такое вот качество, какое есть. Оно было написано на таком большом сурбане и располагалось. Да, это Краеведческий съезд, собственно, апрель 21 года, все правильно. Располагалось это в Чувашский государственный театр, мы видим. Это вот мы видим сцену и, собственно говоря, задник. И там везде есть сурбан, и там слоган. Тут фотография празднования 4-летия чувашской автономии, и мы тоже видим чувашские слоганы. Я как мог их вытащил, вот они вроде там есть. Интересно, что тогда еще автономная область, потому что республику мы стали в 25 году, и область, собственно, пишется с нормальной буквой О, никакими там нет, потому что она как бы ударная. И автономная тоже пишется с буквой О. То есть поэтому говорить о том, что вроде как О не было в чувашском языке, ну по крайней мере, странно. Оно было во всех заимственных словах уж точно. И не часто ее заменяли на А с краткой. Интересно то, что вот такая длинная фотография, там буква Ч, опять же, вот наша русская. А на дворе 24 год. И указа нету, и видно, что во что гораздо. Возможно, написал русский художник, да, и просто сказал, что я буду тут хвосты рисовать, написал Че. Это вот съезд такой довольно важный, первый съезд Совета СССР, это 26-й год, там, где, собственно, мы приняли Конституцию, которую потом не принял РСФСР, ну, это другая история. И там, собственно, тоже мы видим чудные надписи. Меня заинтересовал вот это вот, художник забыл написать букву Р. Это вот я прям вам скажу, почему так получилось. Да. И потом он его
красиво выкрутился и написал, собственно говоря, Юрию, сделал вот такой логотип, как бы сочетание нескольких букв, такая лигатура у него получилась. Тут очень интересно, что акуты у буквы У расположены таким вот, как это назвать, ну, под углом друг к другу. Они, как мы располагаем их там налево. Реклама была всегда, в том числе и в Советском Союзе, в том числе и в 20-30-х, и в том числе еще на чувашском языке. И леттеринг, конечно же, был как основной прием. Это реклама подписки в газете «Канаш». Тут вот. Самое непонятное, это, конечно, верхняя такая маленькая картиночка, где происходит реклама «Сундал». Там я не знаю, как читать, я по-всякому Ну там, понятно, что написано не забудь подписаться на «Сундал». Но это вот из разряда таких дизайн-курьезов. А все остальные надписи очень даже понятные. В частности, вот чудная надпись «А ты подписался на...» Выписал ли ты капкан? Ну как по-русски? Ты выписал ли капкан? Вот, которая правая. Она прям по всем законам жанра сделана. Ты такими большими буквами. И там дальше. Отличный пример, как надо вообще, имея маленькую рекламную площадь, писать хорошие слова. Есть чем поучиться. Так, леттеринг в авангардном стиле. То есть теперь я пытаюсь поскольку вообще говорить о леттеринге и вот так системно довольно сложно, потому что этих надписей довольно много, как вы можете понять, но хотелось бы как-то их вот хоть как-то классифицировать. Поэтому вот я не выделяю, что вот был некий авангардный или там, ну мы условно называем его советским авангардом, это вообще весь стиль такой рубленый 20-30-х, который, кстати, и во всем мире называют советским авангардом. И его изучают во всех, я не знаю, дизайн-институтах. И вообще это крайне важное и интересное явление в дизайне. В тот момент мы были впереди планеты всей, в частности, в дизайне букв в том числе. И вот мы видим, что самые разные художники по-всякому писали вот такие широкие, рубленые и очень интересные буквы. Местами очень наивные, а местами они очень интересное решение. Ну вот видно, что мысль художественная шла, и все было хорошо. Так, дальше вот авангард у нас уже заводит вообще в такие очень неожиданные. Вот как видите, надпись «Капкан» — это вообще на грани. То есть, ну, она на грани читаемости, во-первых, во-вторых, на грани вот самих вот глифов, скелетов букв. То есть уже буквы практически не узнаются. Но мы все равно можем прочесть, что это «Капкан». Или там надпись, которая вот еще ниже его, там «Сундал» — это автор Юрий Зайцев. Там что-то с чем-то. Сейчас бы сказали, что ты принес, уноси. А тогда это была обложка журнала. И людям хотелось вот выделиться и писать вот так буквы интересно. Так. Если нужно, я подержу, вы там фотографируете. Я вообще могу картинки-то и дать, ну ладно. Леттеринг в таком чувашском национальном характере. Надо сказать, что чувашских узоров или каких-то орнаментов тогда использовали довольно много. И я считаю, что именно примеры использования узоров и чувашских орнаментов именно того 20-30 времени, они наиболее точные. Во-первых, оно совсем тогда рядом было. Во-вторых, они вот интересные такие, они очень чувашские, что называется. Вот видите, даже вот, казалось бы, лисук, чаптажи. Вот. Но там вот есть некие такие элементы, которые могут нас привести к тому, что, ну или вон там с Урбаном опять же. Или совершенно чудная вертикальная надпись «Город Цивильск». Ну прям красота. Потому что тут вроде она очень национальная, такая как будто к деревянному какому-то звучеству, не звучеству как. А это вообще самая, наверное, прекрасная надпись. Это вот попытка сделать некий чувашский шрифт, то есть использовать некие элементы чувашской вышивки. Это, конечно, все на грани. Прям на грани понимания, на грани эстетики, потому что некоторые буквы ну до того странные, что уж прям, особенно буква М какая-нибудь, что уж прям странно. Но видите, как оно все с Лениным прекрасно сочетается. Это вот еще одна вещь, это, собственно говоря, эту надпись можно вышить. Это прям вот как будто бы сделано для того, чтобы вышивать. Собственно, тоже труженица с херажами. И она какое-то время было логотипом журнала. Я специально вам показываю, что несколько номеров выходило под этим
вариантом надписей. И даже тогда признавалось, что это удачный вариант, и несколько раз его подряд использовали. Хотя иногда, ну то есть на обложках часто полностью все переделали. Им вот не нравилось, когда обложка одинаковая. Хотелось часто делать новые. Теперь я вот как бы уже немножко итожу все то, что я говорил, буду показывать вам такие примеры уже чисто дизайнерские вещи. Это находки художников известных или неизвестных тех времен в написании, собственно говоря, отдельных чувашских букв. То, что придает надписям такой чувашский характер. Вот буква, собственно говоря, А. И тут вот видим самые разные написания. Я вот, не знаю, если был бы кто-то дизайн напротив меня, я бы долго ему говорил, вот, а ты посмотри сюда, вот тут такой прием, здесь такой прием. Здесь я, наверное, я вас не буду мучить нашими... Нет, уже скажи, да. Ну, смотрите, допустим, на самом деле у нас в чувашском языке существовало две буквы А, да, ну, то есть мы условно имеем в виду некая простая буква А там началось что уже, все? Все, идем. Ну, я уже близок, я подойду. Там концерт начинается. Я как бы рекомендую пойти на концерт. Черт с ним, с этой чувашской буквой, нет? Ну ладно, я предупредил. Вот смотрите, существует, соответственно, ну, то есть надо сделать так, чтобы буква А отличалась, собственно, от А с краткой. Но нигде не стоит жесткого правила, что мы не можем рисовать между вот этой галочкой все, что угодно. И художники рисовали, ну, просто все, что угодно. То есть вот тут можно посмотреть, я еще собирал и точки, и кружочки, и какие-то галочки, треугольники, я не знаю, сбоку скриво, там переворачивали даже букву. Это самая для меня непонятная вещь, зачем букву А переворачивать там, по центру. Ну, то есть делали немыслимые совершенно композиции. Это говорит об одном, очень подвижный и очень смелый дизайнерский ум и решение. Сейчас вот заставить человека, современного дизайнера, которого учили, что буква вот так или вот так, вот, сделать вот такие вот вещи, это практически невозможно. Он скажет, да как, а там кратко даже стоит, там вот такая галочка. Какой кружочек? Вы о чем? Потому что в кружочке есть отдельные буквы, которые А с кружочком. Это в скандинавских языках, к примеру, применяется. Или там А с точкой тоже есть отдельные буквы. И тут у нас уже куча правил. А тогда ребята понимали, что все равно их поймут. Надо просто букву А сделать немножко другой. И поэтому делали немножко другой. То же самое с буквой Е. И вот прям эта черточка превращалась во все, что угодно. Видите, там широкая такая, в обратную сторону закрученная, там, не знаю, с галкой, не с галкой, длинная, так, какая угодно, с точечкой. Просто потому что при написании все тебя прекрасно понимали, что ты это хотел букву сказать. Если бы было 3, у нас была буква, не знаю, с краткой, а еще была бы долгая, тогда дизайнер уже не мог так бы куролесить, ему приходилось уже в рамках того, что эти две буквы еще друг от друга должны были отличаться. Вот это наш любимый куще, соответственно, это хвост просто в невероятных совершенно вариантах существует. Он, видите, становится колечком, он выгибается в одну сторону, в другую сторону, он становится каким-то серпом, он становится какой-то петелькой непонятной, то есть и вообще все, что угодно с ним происходит, и при всем он в обратную сторону крутится, огонником становится. При всем при этом, ну, это читается, и в надписи это не вызывает каких-то этих сложностей. И букву Щ мы прекрасно отличим от буквы С, соответственно, С на написании. Ну вот еще одна чувашская буква. Она менее часто встречается, то есть примеров у нас чуть меньше. Ну вот то, что я говорил, вот этот пример с раскосой, таким написанием, тык-тык, с двух сторон. Очень интересный этот пример. Ну и там вот их очень плотно, допустим, друг к другу ставили эти черточки. Но заметим, что точки никто не ставил. То есть даже сейчас мы позволяем себе в официальных документах ставить У с точками. Тогда все знали, что У с двуточками... Ну, к сожалению, да, но это все плохая отмазка для нашего 21 века. Потому что есть шрифты, где все прекрасно стоит. И все замечательно. И они даже бесплатные, и правительство Российской Федерации специально заказало очень хороших дизайнеров, типографов. Сделайте нам шрифт, который содержит все языки Российской Федерации. И этот шрифт был сделан, и он уже 10 лет с нами. И он бесплатный лежит, просто обкачайся его и обустанавливайся. Но его почему-то не ставят, его не используют ни в Хабаре, ни где-либо еще. Хотя они есть, они красивые. Следующая вот буква, моя любимая, Т с хвостом. Я бы вот как эту букву таким определителем чувашского языка, возможно, сделал.
Вот тут, конечно, интересно то, что, видите, хвост будет сочетаться не просто вот когда палка-палка, а еще и написание, такое курсивное написание, где у нас буква Т, как прописная, как буква ближе к букве М. И туда хвост приделывается, крайне интересно. Да. И видите, он вообще там вот, когда в круге красном, вообще на какой-то иероглиф похожий, корейский. Ну, то есть это вот крайне была буква такая интересная для дизайнеров. Можно было сделать художников, конечно же. Тогда, наверное, все-таки они были художниками. Ну, этих примеров еще меньше, но они есть. Это вот Т с гачиком. Вы их вот видите так, всяк эдак. L, соответственно, с хвостом. Тоже совершенно чудное написание есть. То есть как просто петелька. Такие какие-то немыслимые совершенно варианты. N, это вообще крайне мало. Я тут вот одну нашел, а остальные они были скорее типографского такого варианта. Так, я снова как бы возвращаюсь к тому, что художники, чувашские художники, и которые занимались то, что сейчас мы называем леттерингом. Понятно, что в те 20-30-е годы так даже никто не думал называть это дело, просто писали и все. Были прекрасные, и надо много чему учиться в этих наших известных и неизвестных художников. Здесь вот совершенно уникальное явление и уникальные варианты написания. Они очень разнообразные, они очень как бы характерные. И я всячески призываю изучать леттеринг чувашский, не только 20-30-х, но и более поздних времен. И вообще призываю к тому, чтобы история типографики и леттеринга чувашского тех времен была темой для изучения, обсуждения и так далее. Всем спасибо. Всем прошу. Да. Спасибо. Вот так.